Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. За 8 месяцев этого года в республике на 14,7% снизилось количество преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. Тем не менее, практика расследования уголовных дел показывает, что зачастую преступления, в том числе и особо тяжкие, совершаются, как правило, вследствие употребления спиртного. Наш разговор сегодня именно о такой категории преступлений. Гость студии Марк Федоров, начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и экологии прокуратуры Республики Саха-Якутия. Марк Иосифович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала поговорим о том, насколько часто у нас в республике совершаются преступления в состоянии алкогольного опьянения. Ну, я начну с того, что борьба с преступностью вообще является одним из приоритетных направлений деятельности органов правоохраны. В Якутии, и показывает практика, имеется тенденция к снижению преступности. Если в 2021 году количество преступлений составляло свыше 13 тысяч, то уже в 2023 году их количество составляет чуть более 12 500. В республике за 9 месяцев текущего года зарегистрировано 9,5 тысяч преступлений, что на 1,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Если говорить об алкогольной преступности, вообще уровень алкогольной преступности для Якутии, так и для других регионов России является проблемой. На сегодняшний день за 9 месяцев текущего года зарегистрировано 1900 преступлений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения, что составляет 36% от общего числа расследованных преступлений. В 2023 году за аналогичный период было совершено больше 2200 преступлений, что составляет 40%. Если говорить о статистике в сравнении с Россией и Дальним Востоком, в России каждое пятое преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения. Ничего себе. В Дальнем Востоке таких преступлений 30%. У нас же в Якутии это каждое третье, 36%. Это, конечно, обусловлено и рядом проблем, то есть социально-экономические факторы. Доступностью алкоголя. Да, доступность алкоголя в том числе, да. Также стоит отметить, что в некоторых районах республики, это Алайховский, Анабарский, Момский районы, Бытантайский, Верхоянский, Мегино-Кангавасский, Нерюбинский, Сумтарский районы, там уровень алкогольной преступности выше среднереспубликанского значения. А с чем связано? Также связано и обусловлено социальными и экономическими факторами. То есть отсутствие рабочих мест, к примеру, какие-то социальные проблемы в семье бывают. Не без этого. Вот если мы говорим о том, что снижение все-таки идет, тем не менее, какие алкогольные преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, обращают на себя внимание? Вообще, знаете, пьянство и преступность, они взаимосвязаны. То есть пьянство, оно порождает преступность, да? Преступность, оно повышает уровень пьянства, алкоголизма. Да? В структуре алкогольной преступности значительная доля приходится на кражи, их около 400. Также на убийство и причинение тяжкого вреда здоровью, их около 200. Это очень большая цифра на самом деле. Далее это грабежи и разбои, их около 50. Это угоны, это хулиганство, причинение вреда здоровью и угроза убийством. Большинство убийств, например, в республике совершается именно в состоянии алкогольного опьянения. То есть 80% преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Например, как обычно бывает, да, какое-то застолье, обычно это безработные граждане, застолье, выпивают на протяжении не одного дня, 2-3 дня, то есть злоупотребляют алкоголем, начинается ссора, конфликтная ситуация и совершается убийство. Например, недавно в микрорайоне Марха города Якутска мужчина с женщиной, то есть со своей знакомой, распивали спиртные напитки на протяжении нескольких дней. Далее у них возник конфликт. В ходе конфликта мужчина убивает женщину. И таких примеров много. Недавно, буквально летом этого года, в Сумтарском районе мужчина также злоупотребляя спиртными напитками, на протяжении нескольких дней выпивал. Далее из-за малозначительного повода, даже не имея повода, я бы сказал, совершил убийство 2 лиц. Также относительно недавно, в сентябре этого года, 13 лет лишения свободы назначили лицу, который также убил своего знакомого из-за малозначительного повода в городе Якутске. Кроме того, и совершил еще и кражу его телефона. Слушайте, тут прям практика буквально каждый день, день по несколько раз. Примеров очень много, можно говорить об этом. Какая работа сегодня? Вот вы отметили, что работа по борьбе с пьянством, с преступлениями, совершаемыми в состоянии алкогольного опьянения, она проводится на регулярной основе. Что это за работа? Я бы что отметил, да? То есть профилактика правонарушений и преступлений возложена в первую очередь на органы полиции,
на уголовно-исполнительную инспекцию, на органы исполнительной власти, субъекта, на органы прокуратуры и Следственного комитета, а также на местные администрации. Полномочия, права и обязанности органов системы профилактики определены федеральными законами. Это номер 182 и номер 120. В первую очередь большую роль именно в профилактике преступлений играют органы полиции. То есть их системная работа во взаимодействии также с координирующей ролью органов прокуратуры, во взаимодействии с местными администрациями, иными органами профилактики способствует снижению алкогольной преступности. То есть органы полиции проводят рейдовые мероприятия в отношении, допустим, подучетных лиц, в отношении лиц, состоящих на учете, в отношении семей, находящихся в социально опасных положениях, например, совместно с органами профилактики, это органы опеки, например. Вот. Вообще комплексное принятие мер таких по профилактике правонарушений, преступлений, они способствуют социализации. Если своевременно и полно обеспечивать такие мероприятия, оно приводит к социализации, да, таких лиц, к их дальнейшему трудоустройству, вот, и становлению в обществе, я бы сказал. Органы полиции проводят большую работу по, как вы уже отметили, в связи с тем, что алкоголь очень доступен. Да? То есть доступен для населения. В связи с этим органы полиции проводят большую работу по выявлению и пресечению правонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции. За этот год органами полиции выявлено свыше 300 таких правонарушений. Они связаны с незаконной реализацией алкогольной продукции, розничной продажей, например, несовершеннолетним гражданам. Это очень часто выявляется в городе Якутске. Вот так называемые пивные бары, те же самые. Да. Это также незаконное перемещение, незаконный оборот, незаконное хранение алкогольной продукции. Вот. Вообще, и также стоит отметить, что в республике зафиксировано 14 случаев повторных совершений правонарушений таких. То есть по данным фактам возбуждено уголовное дело. А как у нас ситуация с контрафактным алкоголем? Увы, но проблема контрафактной продукции в республике имеется. Всего в этом году изъято более 13 тысяч литров алкогольной продукции, контрафактной продукции. Такие мероприятия проводились совместно органами прокуратуры с органами полиции, органами Федеральной службы безопасности в 10 районах республики. Вот буквально недавно в одном из районов у одного гражданина на производственной базе выявили... Либо в Нерюнгринском, либо в Алданском районе. Вы, наверное, слышали, да, тоже в новостях об этом озвучивали, да? Выявили и изъяли свыше 17 тысяч немаркированной алкогольной продукции. 17 тысяч? 17 тысяч, да. Немаркированной алкогольной продукции. Вот, то есть совместные усилия, они способствуют именно выбытию из оборота вот этого опасного немаркированного алкоголя. Самое основное. А вот эти 17 тысяч, это все для сбыта в том районе, где он, собственно, находился? В том числе в том районе и в других районах тоже. Это прям какая-то сеть. А как насчет бутлегеров? Я не знаю, существуют они сейчас или нет, но вот если мы говорим о том, что подростки приходят, покупают в условные пивнушки, то здесь вообще никаких методов проверки у продавца не нужно. Просто приехал, получил деньги, уехал. Как-то эта работа проводится по борьбе с бутлегерами? С бутлегерами? Да, работа, конечно, проводится на системной основе. Да, стоит отметить, что, конечно, есть определенные недостатки в работе органов полиции, органов профилактики в этой части. Бутлегеры особенно часто работают не только в городе Якутске, но и в районах, где, допустим, установлен сельские поселения, где установлен сухой закон, в том числе. То есть нет официального магазина в сельском поселении каком-то определенном, да, то есть законом республики там установлен запрет на реализацию розничной продажи алкогольной продукции, и бутлегеры закупаются, приобретают алкогольную продукцию, не всегда качественную, и начинают уже заниматься, вот, как вы говорите, бутлегерством. Вот. И органы полиции, они выявляют такие правонарушения. Конечно, стоит отметить, что не всегда это, то есть это системная проблема, это не проблема органов полиции, это проблема всей системы профилактики. Конечно, работа в этом направлении ведется. Зачастую где-то жители знают, что какой-то определенный гражданин реализует алкогольную продукцию, но об этом молчат, умалчивают. Глава поселения где-то тоже знает этого гражданина, но никаких мер не принимает. То есть органы полиции не сообщают, например, да? А органы полиции тоже бывают случаи, когда и иные органы профилактики, зная о проблеме, никаких мер не принимают. И зачастую у нас и в республике такие факты имеются, когда в сельских поселениях, где, например, установлен сухой закон, совершаются особо тяжкие преступления. В том числе. Опять же, всему виной этот алкоголь. Да, какие меры принимаются к бутлегерам сегодня? Просто если с продажей алкоголя несовершеннолетним все понятно, как наказать бутлегера?
первоначально, то есть если бутлегера обнаружили, да, выявили факт совершения правонарушения, составляется административный протокол, назначается административный штраф, к примеру, да, с обязательным изъятием алкогольной продукции, а при совершении повторного правонарушения уже наступает уголовная ответственность. Вот мы с вами поговорили немножко сегодня о сухом законе, тех районах, в которых он действует. Достаточно ли эта работа, которая ведется в тех муниципалитетах, в которых установлен сухой закон, или нужны какие-то дополнительные меры? Так, ну, я бы отметил, что не всегда органы местного самоуправления проводят полную и достаточную работу по установлению, в том числе и сухого закона на территории сельских поселений. Сухой закон, как я уже отметил, устанавливается ИУТМНом, да, по волеизъявлению муниципалитета. То есть местное самоуправление само решает, определяет, ну, сухой закон, будет ли здесь реализация алкогольной продукции или нет. Вот, то есть, ну, я бы сказал, что отметил, что не все муниципалитеты эту работу проводят. То есть только в 30% сельских поселений такой закон установлен. Вот. Что касается определения границ реализации алкогольной продукции, здесь тоже работа ведется не всегда налажена, не всегда в полной мере местными администрациями. В этом году выявлялись такие факты органами прокуратуры, когда ряд муниципалитетов длительное время не определяли границы, то есть прилегающей территории, где нельзя реализовывать алкогольную продукцию. И бывали даже случаи, это вот в 3 районах, это Верхоянский район, Усть-Луданский район, Горный район, где такие, ну, границы не устанавливались даже возле школ и детских садов. Давайте в заключение поговорим о тех самых пивнушках, которых вы крайне упомянули, наливайками их еще называют. Я не знаю, как они сейчас юридически себя регистрируют. Проблема сегодня существует с учетом того, что хулиганство, драки, разбои, там, шум по ночам — это уже вообще последняя тема. Какие меры принимаются, как с ними бороться? Учитывая количество... Самое главное, я все-таки хочу перебить. Есть ли конфликт интересов именно органов, не конфликт интересов, а конфликт между правоохранными органами и предпринимателями, вот это вот противостояние? Я понял. Учитывая количество таких публикаций в средствах массовой информации, в социальных сетях, там, Telegram, WhatsApp, да, такая проблема, конечно, в городе имеется. Она в последнее время очень, ну, я так бы сказал, вспыхнула, да, такая проблема, ряд проблем таких. Проблема работы так называемых пивнушек, развлекательных заведений находится, ну, на контроле органов правоохраны и системы профилактики. То есть по каждому факту, допустим, хулиганства или каких-то массовых избиений, драк, да, проводится определенная работа органами полиции, местными администрациями, то есть, например, окружной администрацией города Якутска, административной комиссии, уполномоченным министерством в республике, это Министерство предпринимательства, торговли и туризма. Также и по инициативе прокуратуры республики проводятся такие мероприятия, рейдовые мероприятия и контрольно-надзорные мероприятия в отношении пивных баров, в отношении кафе, да, в части проверки законности их деятельности, соблюдения лицензионных требований определенных. То есть такая работа ведется. Вот. И, ну, увы, как показывает практика, участившиеся случаи хулиганства, избиения, оно, ну, обычно совершается молодежью, то есть лицами от 16 до 27 лет. Обычно, как показывает практика, это лица, не имеющие определенного досуга, не имеющие определенного места учебы, места работы. Да? Поэтому я бы хотел обратиться к молодежи. Вот. Перед тем, как пить спиртное, перед тем, как употреблять алкоголь, да, перед тем, как, допустим, вступать в какие-то конфликтные ситуации, подумайте в первую очередь о себе, о своих близких, о последствиях. То есть вот эти 5-минутные ваши амбиции, они, ну, ни к чему хорошему не приведут. То есть в дальнейшем это поломанные судьбы, это, то есть, ну, это того не стоит. Потому что любые преступления, они раскрываются. И виновные лица всегда несут ответственность. Поэтому я бы хотел обратиться к молодежи в части того, чтобы они думали о себе в первую очередь. Марк Иосифович, ну я, наверное, присоединюсь к вашим словам. Уверен, что благодаря вашей работе, нашей всей совместной работе, таких преступлений в республике будет меньше. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Это было актуальное интервью. До встречи.